Аэрофлот будет летать в Якутск. 5 дней в неделю перевозчик будет выполнять рейсы до Москвы. Голод. Главной столовой города в Алдании не хватает поваров. За успехи в учебе елка главы Якутии вновь соберет лучших школьников региона. Новости в студии Павел Танин. Здравствуйте. 11 декабря в аэропорт Якутска из московского Шереметьево прибыл первый в осенне-зимней периоде рейс авиакомпании «Аэрофлот». В зимнем расписании аэропорта перевозчик будет выполнять 5 рейсов в неделю, кроме среды и воскресенья. На воздушном судне Boeing 737-800 сегодня в Якутск прибыло 126 пассажиров, а в Москву рейс вылетел при полной загруженности. Напомню, что с 27 октября авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты в Якутск. Но в начале ноября после переговоров руководства республики, администрации аэровокзала и руководства перевозчика достигли договоренности о возобновлении регулярных полетов между Якутском и Москвой. Снизить смертность на дорогах до минимума к 2020 году – такая задача стоит перед ведомствами республики. Об этом говорили во время круглого стола «Стратегия Россия без ДТП». Со следующего года по региональному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируют начать масштабную работу по реконструкции дорог и их оснащению необходимой инфраструктурой. В том числе крупные преобразования ожидают столицу региона. Якутск вошел в число городов России, которым выделят дополнительное финансирование из федерального бюджета на обустройство дорожного хозяйства. Будет изменена схема и организация дорожного движения, будут масштабно проводиться реконструкция и строительство различных путепроводов, то есть объездных дорог и различных мероприятий, то есть направленных на повышение безопасности дорожного движения. То есть все органы исполнительной власти во взаимодействии, начиная Министерство внутренних дел, Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть должны мы все скоординировать свои силы и усилия и направить их на одну цель – достижения показателей, поставленных указом президента Российской Федерации. Ориентировочная дата открытия автозимника Якутск-Нижний Бестях – 5 января. Об этом сообщает управление дороги Вилюй. Сейчас на переправе идут работы по обустройству подходов с обоих берегов реки Лены, устройству дорожных полос для движения автотранспорта. Общая протяженность автозимника – 12 километров. Подрядчиком второй сезон выступает компания «Саха-Автодор». Сроки открытия автозимника могут скорректировать, исходя из фактического состояния толщины льда и погодных условий. Россияне смогут бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании сегодня. В первом чтении законопроект правительства страны приняли в декабре 2013 года. Ко второму чтению в документ предлагается внести ряд поправок. Устанавливается, что рыбалка будет бесплатной на всех водных объектах общего пользования. А вот чтобы поставить сети, в большинстве регионов придется заплатить. Бесплатной такая рыбалка останется только на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Горячие завтраки для школьников, обеды для работающих, проведение юбилеев и свадеб. В Алданском районе муниципальная столовая «Кемё» давно считается кормилицей. Однако сегодня столовая сама испытывает острый голод, кадровый. В «Кемё» не хватает поваров. Как этот голод утолить, узнала Татьяна Вахнина. Порядка 1500 человек ежедневно питает муниципальная столовая «Кемё». Основную долю от общего числа составляют школьники. Повара готовят горячие завтраки более чем для 1000 мальчишек и девчонок. Перекусить в столовую в обеденный перерыв приходят многие работающие алданцы. Всегда есть покупатели и в кулинарии. Хозяюшки нередко дополняют семейный стол салатиками и полуфабрикатами из «Кемё». Приготовить несколько десятков блюд в больших количествах непросто, особенно с учетом ограниченных кадровых резервов. Очень большая проблема стоит по поводу специалистов, потому что вот то, что сейчас мы имеем на данный момент, это катастрофическое положение. Остро ситуация с поварами стоит в алданских школах. Контракт на организацию питания между столовой и школой номер 1 заключен до 31 декабря. Чтобы выполнить обязательства, руководство «Кемё» направило в школу специалистов с основного производства. Что произойдет по истечении контракта – вопрос открыт. Нехватка поваров в бюджетных учреждениях наблюдается почти повсеместно. Профессия эта является очень востребованной на рынке труда на сегодняшний день. В 2018 году у нас всего было 29 вакансий по этой специальности. В настоящее время обучение на поваров проходит 12 человек. Курсы организуются по инициативе Центра занятости населения. Скоро будущие повара получат свидетельство и после прохождения производственной практики смогут применять полученные знания профессионально. ГКУ Цзыналданского района, у нас есть такая программа «Профессиональное обучение».
В этом году мы заключили один контракт, это с организацией «Эталон», и один договор с Алданским политехникумом на обучение по специальности повар. Сотрудники КИМЕО, однако, убеждены, что прохождение курсов не подменяет профессионального обучения. Решение проблемы кадрового голода в общепите должно носить характер планомерный и долгосрочный. В техникуме желательно бы было открыть специальность повара, хорошо бы технолога, не говорю про инженера, но технолога хотя бы общепита, чтобы это был полноценный курс, чтобы люди учились не 15-20 дней. Образование кулинарного отделения при техникуме, убеждены сотрудники КИМЕО, могло бы не просто ослабить, но снять вовсе проблему кадрового голода в сфере общественного питания. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Академия наук Якутии отмечает 25 лет со дня образования. В парламенте республики провели круглый стол, посвященный юбилею. Представители Академии наук Башкортостана, Татарстана и Якутии обсудили результаты деятельности за последние 5 лет и наметили дальнейшие пути работы. Академии наук республик обеспечивают комплексное научное, технологическое сопровождение социально-экономического и культурного развития своих регионов. Наука сейчас должна из такой, будем говорить, чисто академической наукой все больше и больше переходить на какие-то прикладные направления, на решение вопросов экономического развития регионов. Это вопросы языка, культуры. Это вопросы, актуальные вопросы для всей Российской Федерации. Ученый Анатолий Чемчуев создал атомный генератор «Мегасайенс» мощностью 1 мегаватт, у которого нет аналогов во всем мире. Такой генератор нового 4-го поколения может обеспечить теплом и электричеством населенный пункт с населением 500 человек. Генератор можно просто-напросто запереть, и он будет работать 50-70 лет бесперебойно. Риск взрыва отсутствует, так как он работает за счет воздуха. Станцию не нужно ни заправлять, ни обслуживать или менять запчасти и детали. Вся концепция, инструкция готова. Остается только найти средства, а это не больше не меньше 30 миллионов рублей, и генератор готов к работе. Малые атомные станции нужны нам для Арктики, для Дальнего Востока и для Севера. Например, 15-киловаттные вот такого размера будет, на этом масштабе 1:10. Но это будет размещаться в 3-тонном контейнере. И стоимость будет при серийном выпуске не более 2 миллионов рублей, будет работать 25 лет без обслуживающего персонала, автоматически. В СФУ сейчас проходит открытие компьютерного класса с новой системой «Микромайм» для геолого-разведочного факультета. Наш корреспондент Артур Габышев находится на месте событий, он расскажет все подробности. Здравствуйте, Павел. Мы сейчас находимся на торжественном открытии компьютерного класса в здании корпуса технических факультетов Северо-Восточного федерального университета. Только что было подписано соглашение о пожертвовании системы Micromine для компьютерного класса геолого-разведочного факультета. Эту систему будут использовать студенты по специальности прикладная геология для ознакомления с ресурсами и новыми системами 3D-моделирования горнодобывающей промышленности на рудниках. В будущем студенты будут с этим ознакомливаться, и также будут проводиться курсы повышения квалификации работников горнодобывающей промышленности. Воистину это можно назвать большим скачком вперед для развития горнодобывающей промышленности Якутии. Мы продолжаем. Ежегодно в республике проводится елка главы Якутии. На нее приглашают 700 школьников с 9 по 11 класс из разных районов республики. Чтобы заслужить почетное приглашение в течение всего учебного года, ребята стараются достичь максимальных высот в разных сферах. Подробности далее. Школьница из Мирного Таня Скворцова уже не первый год занимается наукой. Со 2 класса она активно принимает участие в научных конференциях. А вот с технической сферой определилась относительно недавно. Так как я учусь в Роснефть-классе, конечно же, я заинтересовалась нефтегазовым делом, и на фоне этого сложилась идея о создании нового типа буровой установки, и вот написала проект, и потихоньку дошли до Москвы, и там победили. Ну, я жду такой же атмосферы, таких же интересных людей, то есть вот этого
компании, которые движутся вперед, у которой очень много идей. Ну и также надеюсь, что нас повезут в интересные места. Еще один счастливчик, кого пригласили на елку главы, Артур Оконешников. Он начал постигать научные основы химии уже с 6 класса. А началось все с подарка отца. Это был учебник химии. Сегодня же 10-классник учится в специализированном научном центре при Северо-Восточном федеральном университете. В прошлом учебном году я занял призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников по химии и на международных интеллектуальных играх, которые проводились в Якутске. Я занял 2-е место. Артур немногословен, но чем удивить, знает. Показал небольшой химический опыт. На первый взгляд простой, однако этот трюк удивляет не только детей, но и взрослых. Вот у нас есть щелочной раствор и фенофталиин. Мы добавляем его, и вот. Раствор у нас окрасился в малиновый цвет. Сейчас мы дольем уксусной кислоты. Раствор у нас обесцветился. Мы, значит, проводим олимпиаду заочную, называется она «Первая орбиталь», в которой могут участвовать все ученики 8-х, 7-х классов, и, значит, посылать работы, и мы вот приглашаем на обучение в Малую академию наук. Но Артур у нас появился интересным образом. Он эту олимпиаду не писал, но вот тоже вот мы как-то следим, как проходит Всесибирская олимпиада школьников. Она одна из самых сильных в России. И я с удивлением увидела, что среди победителей мальчик из Якутска. Это был Артур. Все участники будут жить в центре отдыха и оздоровления Сосновый Бор. Их ждут интересные мероприятия и экскурсии. А завершающим этапом елки главы республики станет торжество. Оно состоится 23 декабря в столичном цирке. Ребят ждет новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Артур Габышев, Павел Пахомов, Якутск. В Мирнинском районе 18 декабря подведут итоги года добровольца и начнут год театра. Местные жители много ждут и от собственного театра, и от именитых гостей, которые приедут на гастроли. И директор Мирнинского театра Сергей Шаманаев рассказал о подготовке к году театра, в частности, о предстоящем ремонте сцены. Она при строительстве была выполнена из мягкой древесины и сегодня требует серьезного обновления. Специалистов нужной квалификации в Мирном нет, а сегодня идет поиск профессионалов, способных выполнить эту работу. Предполагается, что к середине января вопрос будет решен. Предстоит также поработать и с освещением зала. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.